Россия экономически это слабая страна на самом деле. ВВП России равняется ВВП Италии. По европейским меркам это не самая богатая страна. ВВП России меньше, нежели Германии и даже Франции и так далее. То есть в данном случае Россия не может потягаться в мире экономикой. Демография. Россия убывающая страна. Демографически она не может ничего противопоставить и даже соседним странам. А инновационно Сколково провалилась, любые проекты инноваций, развития России провалились. Фактически инновационно она проигрывает Японии соседней, которая значительно меньше территории, а демографически сильнее, инновационно сильнее, экономически сильнее. Какая Япония и какая Российская Федерация? Сколько залежей полезных в Японии, сколько залежей в Российской Федерации. Таким образом, у России кроме ядерной боеголовки и кроме грубой силы нет никакого другого аргумента, которым она могла конкурировать. И они ее по максимуму используют. Почему необходимо на этих площадках добиваться таких заявлений? Казалось бы, бессмысленных, потому что они вроде бы ничего не меняют. На самом деле у нас ситуация очень простая и банальна. Необходимо бежать, чтобы стоять на месте. Поскольку ситуация в случае, если мы начнем сдавать международные площадки, она может усугубиться. Если мы их выигрываем, она не улучшается, но она не усугубляется и остается окно возможностей. Потому что с каждым годом Российская Федерация это уже ослабевает. Она рассчитывала на блицкриг. Точно так же, как россияне просчитали с водой в Крым, потому что надеялись, что им удастся дестабилизировать всю Украину или выкрутить руки окончательно для того, чтобы Украина пустила воду еще тогда, либо оккупировать еще больше территорий, либо установить собственное марионеточное правительство в Украине. В общем, какими-либо способами не достигнуть того, чтобы вообще был перерыв в подаче воды больше, чем 1 год, условно, который там можно было еще заполнить. Точно так же просчитывается и во всех других шагах. Россия не настолько гиперинтеллектуальна и всемогуща, как это хотелось бы россиянам и хотелось бы Кремлю представлять россиянам. Поэтому тут эти площадки абсолютно было верно сказано. Чиновники начинают этим пользоваться, а судебные международные институции пользоваться. Государства, которые находятся далеко и которым проблематика украино-российской войны неизвестна и непонятна, они не знают, в чем вопрос, они будут ссылаться на решения больших институций, когда принимают собственные решения и выстраивают свою внешнюю политику. В частности, ООН есть авторитетная институция в этом плане. Поэтому для Украины здесь важно контролировать все эти дипломатические высоты стратегически, так же, как и на линии фронта, для того, чтобы возможность была сдавать свою повестку и не давать Российской Федерации переиграть. Поскольку ряд субъектов международных были бы вполне не прочь скормить так же, как и Грузию, как и Молдову в свое время, скормить Россию и сделать вид, что ничего не произошло, чуть-чуть поругались, через 10 лет нормализировали отношения и дальше торгуют, и дальше все хорошо.